Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем сегодня вебинар, посвященный республиканскому конкурсу «Лучший детский сад года 2019». Напоминаем, что основная цель данного вебинара – это решение организационных моментов и, в общем-то, для того, чтобы вы могли правильно подать нам заявки на данный конкурс, потому что произошли изменения в конкурсе, они достаточно существенные, и сегодня мы об этих изменениях вам тоже расскажем. Что касается приказа, республиканский приказ по данному конкурсу, он уже вступил в силу, вы, наверное, с ним уже ознакомлены, но, может быть, со всеми моментами ознакомились уже, может быть, есть какие-то нюансы, но мы о них сейчас как раз и поговорим. Напоминаем, что конкурс проводится Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно с несколькими учреждениями. В первую очередь это Коми Республиканский институт развития образования. Также к нам присоединяются Сыктывкарский государственный университет и Сыктывкарский педагогический колледж. Цели конкурса: выявление и трансляция успешного инновационного опыта дошкольных образовательных организаций Республики Коми по внедрению стандарта дошкольного образования. Также повышение качества дошкольного образования, поддержка, поощрение талантливых и руководителей, и педагогических коллективов, формирование позитивного опыта дошкольного образования и популяризация новых подходов в образовательной деятельности. Задачи конкурса. Задачи конкурса – это у нас стимулирование организаций, дошкольно-образовательных организаций к новым профессиональным достижениям, популяризация и внедрение инновационного опыта дошкольно-образовательных организаций, развитие обмена передовым опытом, достижениями, моделями управленческой и педагогической деятельности участников конкурса среди профессионального сообщества и широкой общественности на открытой интернет-площадке. И профессиональная общественная оценка работы дошкольно-образовательных организаций. Участники конкурса. Согласно положению о конкурсе, в конкурсе могут принимать участие образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. Напоминаем, что конкурс является добровольным, никто принудительно вас ни к чему понуждать не может. К конкурсу допускается образовательная организация победителя муниципального этапа конкурса. Здесь хочется сразу оговориться. У нас разные положения по конкурсу существуют, поэтому мы не знаем, какое положение о конкурсе было в вашем муниципалитете. В связи с этим некоторая оговорочка. У вас могут быть абсолютные победители, у вас могут быть победители номинаций. Мы этого не знаем, поэтому какие образовательные организации у вас являются победителями муниципального этапа, это решать уже вам и управлению образования вашего. То есть вы, коллеги, должны прекрасно понимать, что может поехать, не один абсолютный победитель от муниципалитета, а, скажем, два, например, если есть желание у детского сада и есть желание, конечно же, у муниципалитета, составить представление на этот детский сад, скажем так, походатайствовать, для участия в конкурсе. В конкурсе не могут принимать участие следующие желающие. Это двукратные победители нашего конкурса «Лучший детский сад года». Это победители данного конкурса 3 последних лет. То есть это 2018, 2017 и 2016 годы. Для проведения конкурса, как и во всех конкурсах, создается экспертная комиссия и создается оргкомитет. То, что касается оргкомитета, сюда входят представители министерства, представители института, представители профсоюза. И какую деятельность осуществляет оргкомитет? Во-первых, он осуществляет всю подготовку и проведение к конкурсу, размещает необходимые материалы, осведомляет муниципалитеты о проведении данного конкурса, утверждает критерии конкурса, по каким критериям оцениваются данные материалы, то есть в приложении к приказу это все указано.
организует распространение информации о проведении, а также по итогам конкурса, регистрацию заявок. Я как секретарь оргкомитета регистрирую все ваши заявочки, отмечаю, какие материалы поступили, какие не поступили. В общем-то, слежу за всей процедурой прохождения ваших документов. Организует работу экспертной комиссии и принимает решение по утверждению победителя и лауреатов конкурса. Состав оргкомитета, да, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, что это исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики Якимова Наталья Владимировна, Казакова Татьяна Николаевна, Китайгородская Галина Владимировна, ректор нашего института, Габова Марина Анатольевна, проректор по образовательной деятельности, Штекляйн Светлана Николаевна, первый проректор института, Иванов Михаил Юрьевич, председатель Коми Республиканской организации профсоюзов, Сотникова Ольга Анатольевна. Не помню. Да. Сотникова Ольга Анатольевна, исполняющая обязанности ректора СГУ, Герасимова Марина Петровна, директор, исполняющая обязанности директора Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, и Королева Анна Владимировна, методист нашего центра. Я уже вам сказала, что я буду являться секретарем оргкомитета. Экспертная комиссия, в нее входят также сотрудники института, Сыктывкарского университета и Сыктывкарского гуманитарного колледжа. Также руководитель дошкольной образовательной организации, победитель прошлого года. Экспертная комиссия, что она делает? Она осуществляет проведение экспертизы материалов. Естественно, она не имеет права разглашать данные результатов экспертизы. Она определяет победителей, лауреатов и участников конкурса, организует заседание, на котором утверждается протокол по итогам конкурса и передает в дальнейшем все итоги и протоколы конкурса уже непосредственно в оргкомитет. Наверное, некоторые члены жюри являются традиционными, да, но у нас есть тоже и замены, поэтому посмотрите, кто будет являться в составе экспертной комиссии в этом году. Светлана Николаевна Штекляйн, она уже традиционно у нас является председателем, Татьяна Валерьяновна Хабарова, Гарькина Светлана Кузьмична как представитель министерства, Мартынчук Татьяна Александровна, заместитель директора Сыктывкарского педколледжа. Ее раньше в нашей комиссии не было, в этом году она входит нам в состав. Сибиркина Елена Николаевна уже традиционно тоже входит в состав комиссии. Головатова Агата Юрьевна тоже входит в состав комиссии. Мы говорили о победителе прошлого года, и как раз вы видите директора автономного учреждения, она как раз тоже является представителем. Да, Косолапова Марьяна Валерьевна. Да, и Юлия Владимировна Карманова, методист нашего центра, она как раз тоже будет являться... Из традиционных. Из традиционных, да, она будет являться членом жюри. Обратите внимание, что я в состав членов жюри не вхожу, поскольку функционал членов жюри и функционал оргкомитета стал разделен буквально с прошлого года. Изменения. Наконец-то мы дошли до изменений, которые самый важный пункт, да, коллеги, здесь просьба послушать нас особо внимательно. Да. Конкурс проводится с 1 марта по 19 апреля. И обратите внимание, красным цветом мы выделили в формате размещения опыта на открытой интернет-площадке. На сайте КРИРОС создана отдельная площадочка, куда вы будете размещать свои материалы. Материалы участников не принимаются через почту электронную, либо почту России, да? То есть любые варианты почты, они не будут считаться, будут считаться поступлением заявочки вашей. Для участия в конкурсе руководители муниципальных органов управления образования, они должны предоставить материалы нам в срок до 15 марта. Но тут такие интересные моменты в этом году. Часть заявки мы принимаем традиционно по почте, а часть заявки все-таки приходит, точнее, не часть заявки, а материалы вы уже размещаете на открытой интернет-площадке.
Какие документы присылаются нам? Это заявка личная, это представление муниципального органа управления образованием и согласие на обработку данных. Об этом мы еще чуть-чуть попозже поговорим. Наша почта, куда присылаются данные материалы, то есть заявочка, она остается та же самая. У нас два варианта почты, поэтому на любую из них вы можете присылать свои материалы. Обратите внимание, у нас поменялся номер телефона, и здесь он у вас указан. Если вдруг нас попытаетесь найти, мы всегда готовы с вами пообщаться, если у вас еще возникают какие-то вопросы после нашего вебинара. Итак, перечень необходимых материалов. Заявка от участника на официальном бланке. Бланк есть в приложении к приказу, поэтому посмотрите обязательно, и должны быть действующие гиперссылки. То есть вам необходимо прислать заявку в формате Word, то есть как вы ее печатали, так вы ее и присылаете. И точно так же присылаете эту же заявку, но уже подписанную с подписью и печатью руководителя в сканированном варианте. Также вы предоставляете нам представление от муниципального органа управления образования на официальном бланке. И, к сожалению, в формат он не входит, но примерный вариант мы вам его представили. Можно, если кто-то сомневается, как писать, можно посмотреть еще в положении по конкурсу «Воспитатель года». Там примерный вариант есть. И согласие на обработку персональных данных. Согласие есть в приложении к положению о конкурсе, так что можно там все это более тщательно посмотреть. Заявочка, которая присылается нам, она традиционная, да, то есть вы пишете полное наименование образовательной организации согласно своим нормативно-правовым документам. Также пишите авторов, разработчиков конкурсных материалов и все, что касается вашей организации. И перечень огромный вам представлен, что необходимо указать, в том числе банковские реквизиты. Ну, не огромный, стандартный да. перечень, да. Но тем не менее, он достаточно обширный. Дело в том, что вот этот полный перечень вы представляете мне, как секретарю оргкомитета, традиционным вариантом по электронной почте, уже указанной ранее. А на сайте нашем будет висеть тоже форма заявочки, но она, когда вы уже будете прикреплять свои материалы, она очень простая. Там вы банковские реквизиты никакие не указываете, они не должны светиться в общей системе. Поэтому принимаю эту заявочку только я, как секретарь оргкомитета. Согласие на обработку данных, оно, в общем-то, традиционное, что вы разрешаете нам использовать ваши материалы, выставлять их в средствах массовой информации при необходимости, да, если ваши материалы, согласно оценке экспертов, стали какими-то ценными, выявили какие-то мы интересные новые веяния, мы можем воспользоваться вашими материалами, поскольку вы даете это согласие. Если согласия нет, заявочка не считается действительной. Ну и обязательно подписи и печати авторов, разработчиков здесь должны быть, и печать, подпись руководителя. Точнее, печать у автора, она навряд ли присутствует, да, но печать, подпись руководителя, она обязана быть. Представление. Примерный вариант вы можете в произвольной форме, ваш муниципалитет может представить, но в любом случае должно быть наименование детского сада, который участвует в конкурсе, на какой он конкурс идет, то есть лучший детский сад, да, и далее некоторая характеристика этого сада, возможные достижения, какие участия в конкурсах, может быть, вы являетесь членом опорно-методической площадки, пилотной площадки, ресурсной площадки, любых других площадок на различных уровнях, и, возможно, у вас какие-то ценные публикации уже имеются, участие в жизни различного характера, да, то есть все, что связано с продвижением вашего передового опыта, вы здесь, вам необходимо представить, и вашему муниципалитету это показать. Подпись и печать тоже обязательно. Так, изменения, да? Значит, коллеги, давайте еще раз вот мы здесь посмотрим с вами, да, порядок проведения конкурса.
Конкурсный материал в электронном виде участники самостоятельно добавляют, загружают непосредственно на нашу открытую интернет-площадку «Лучший детский сад года». Для участия в конкурсе в период с 15 марта по 21 марта руководители образовательных организаций или уполномоченные лица загружают конкурсные материалы, указанные в пункте 3.5, на электронный сервис открытой площадки, интернет-площадки «Лучший детский сад года». В период с 22 марта по 24 марта на основании заявок от дошкольно-образовательных организаций и размещенных на открытой интернет-площадке конкурсных материалов составляется список участников конкурса этого года. При подведении итогов конкурса и определении списка победителей конкурса рассматриваются и учитываются только те конкурсные материалы, которые были размещены и представлены на открытой интернет-площадке не позднее 21 марта 2019 года. То есть, смотрите, получается, с 1 по 15 марта я как секретарь собираю с вас заявку, представление и согласие. Дальше с 15 по 21 марта вы загружаете материалы на интернет-площадку. После 21 марта, с 22 до 24 я проверяю, есть у меня заявка, и есть ли материал. Только после этого считается ваша заявка полностью принятой. То, что касается сайта КРИРО и вот этой открытой площадки, наш сайт, и справа есть страничка «Лучший детский сад сейчас вы можете года». Да, вы видеть, скриншот коллеги, да? сейчас видите. Дальше вы заходите на данную страничку, на данную вкладку и видите, подать конкурсные материалы можно по адресу. Заходите по данному адресу и получается, что попадаете на сайт профессиональных конкурсов. На сайте профессиональных конкурсов размещена информация по данному конкурсу и есть такая вкладочка «Подать заявку». Вы нажимаете на нее и попадаете на такую сокращенном варианте форму подачи заявки. Здесь необходимо указать только ваш муниципалитет, полное название детского сада в соответствии с уставом, контактный телефон, по которому с вами можно быстро связаться, электронную почту и прикрепить материалы. Если материалы у вас тяжелые, то вы просто ставите ссылочку, есть свободное поле для этого, и, в общем-то, мы после этого можем увидеть ваши материалы. Поскольку мы технически не можем вам в этом вопросе помочь, то у нас есть специальный человек, который за этим закреплен, это Дронов Александр Михайлович, поэтому если у вас возникают технические сложности по размещению материалов на данной открытой площадке, обращайтесь по контактным данным Александра Михайловича, и он вам поможет. Не всегда бывает так, что специалист на месте, поэтому можете обратиться по электронной почте. Или сначала связаться с нами, да, то есть, коллеги, может, какая-то там у вас проблема будет, действительно, мы уже там с Анной Владимировной как-то бы, да, вот если вы сами не найдете Александра Михайловича, то вы нам отпишитесь, мы да, найдем его сами. Соединить с вами, да, или, например, задать ему вопрос, но это уже все такой вот, как бы, да, вот вопрос техники, да, и контактов. Следующее изменение – это в предоставлении материалов, то есть что вам необходимо загрузить на открытую интернет-площадку. Это видеоролик, включающий основные направления цели деятельности дошкольно-образовательной организации. Это краткая презентация о реализации программы развития дошкольно-образовательной организации. Обратите внимание, что должны быть обязательно ссылочки должны быть активные, чтобы, если ваша программа развития заинтересует наших экспертов, они могли в полном объеме с ней познакомиться. А она, конечно же, заинтересует, потому что всегда изучается данный документ. Краткая презентация инновационных проектов тоже обязательно со ссылочкой, то есть что-то вы новое, интересные проекты, какие-то программы разработали, но вот обратите внимание, не более 5 самых ценных и значимых для вас. И самых современных на сегодняшний день. Да. Обязательно. Дальше. Краткая презентация в виде видеоролика о предметно-развивающей среде детского сада.
обязательно должны быть учтены требования федерального государственного стандарта. Следующее – это представление своего лучшего опыта по работе с родителями и результатов сотрудничества с другими образовательными организациями. Сейчас все со всеми активно сотрудничают, все являются партнерами друг друга, поэтому на это тоже обратите внимание. Представление результатов взаимодействия со школой, да, вот раньше этого у нас пункта не было, а тут обязательно показать вопрос преемственности, линию преемственности. Ну и другие материалы, то есть фотоальбомы, если это необходимо. Если, опять же, это объем большой, вы указываете просто ссылочку, которая, возможно, переводит нас на ваш сайт. Экспертиза материалов начинается с 25 марта, то есть по 24 марта я посмотрела, у вас все заявки пришли, все материалы размещены. Если материалы на сайте не размещены, значит заявка не считается принятой. Конечно, если ко мне придет заявка и материалов не будет, я, конечно, с вами буду связываться, но тем не менее бывает так, что детский сад отказался. Сначала вроде хотел участвовать, а потом отказался, поэтому заявку они вроде подали, а материал не разместили. В таком случае, пожалуйста, нас уведомляйте заранее, чтобы мы потом не обзванивали еще раз те организации, которые уже, в общем-то, не захотели участвовать в конкурсе. И мы очень надеемся, что, коллеги, если возникнут какие-то технические вдруг, да, проблемы, ну вдруг вот не сможете вы что-то, например, да, выставить на нашей вот интернет-платформе вот этой вот, вы обязательно с нами свяжитесь. То есть, чтобы мы были просто в курсе о том, что возникают и технические сложности, ситуации, конечно, потому что бывают всякие. Да, технические возможности у всех разные. Экспертиза конкурсов с 25 марта по 8 апреля по следующим критериям. Цель, задачи, направление деятельности детского сада соответствуют требованиям государственной политики в области образования, ну и, конечно же, требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Инновационные проекты и программы деятельности направлены на разнообразие и вариативность содержания организационных форм, да, обратите внимание, что разнообразие форм должно быть, и обеспечивают формирование социокультурной среды. Редко мы обращаем внимание, да, но тем не менее указывается дополнительно, что в соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими особенностями детей. То есть раньше мы даже, наверное, не показывали просто в работе свои вот эти направления. Здесь конкретно, конкретизация идет. Да, конкретно прописывается, что это необходимо каким-либо образом показать. Конкурсные материалы направлены на психолого-педагогическое сопровождение родителей. Но если сравнить вот все эти критерии и с теми материалами, которые вы должны прислать, да, то есть работа с родителями, программы, проекты, то есть все критерии, они соответствуют пунктам, которые были выше названы. Конкурсные материалы имеют положительную оценку со стороны различных организаций, полнота, структура, логика изложения материалов, ну и эстетичность оформления самих материалов. Обратите внимание, вот тут я не выделила, но тем не менее у нас есть изменения в балловой шкале. У нас раньше были критерии 4-бальные, то есть 0, 1, 2, 3. С этого года у нас 2-бальная шкала, это 0 критерий отсутствует и 3 балла это критерий представлен полностью. Промежуточных баллов здесь сейчас нет. После этого все баллы суммируются и заносится в специальный сводный лист. После чего идет уже, когда все члены жюри проведут экспертизу, проводятся общие баллы, подсчитывается средняя сумма баллов и определяется победитель и лауреаты конкурса. Да, вот в этом году как раз изменение, что у нас нет номинаций, у нас определяется только один победитель и 2 лауреата. То есть лауреат 2-й степени и лауреат 3-й степени. То есть всего, коллеги, у нас будет 3 призера. Да, согласно количеству баллов. То есть у кого наибольшее количество баллов, тот получается победителем абсолютным, да, победителем 1-й степени. А следующие 2 участника, после него занявшие побольше баллов, являются лауреатами 2-й и 3-й степени. Что мы еще должны здесь вам сказать? Что после того, как экспертная комиссия проведет свою экспертизу, определит
победителей, лауреатов, они передают в оргкомитет свои данные. После этого еще оргкомитет рассматривает протокол, все ли там верно, и принимает уже общее решение по итогам. Если какие-то возникают спорные моменты в экспертизе с точки зрения оргкомитета, то он имеет право принять решение по итогам конкурса самостоятельно. То есть слово последнее остается за оргкомитетом, за председателем оргкомитета. Порядок проведения конкурса, коллеги, да, значит, мы продолжаем здесь по пунктам. По итогам конкурса в течение 5 дней после утверждения оргкомитетом протокола итогов издается приказ Министерства образования, науки и молодежной политики по итогам конкурса. Итоги конкурса публикуются на образовательном портале Республики Коми «Открытое образование Республики Коми», сайтах Министерства образования, науки и молодежной политики, на сайте КРИРО в срок не позднее 5 дней от даты их утверждения приказом Министерства образования. Победитель конкурса награждается дипломом победителя и призом в денежной форме в сумме 50 тысяч рублей, согласно смете и техзаданию. Да, если вы обратили внимание, то в положении есть ошибка, там написано 50 рублей. Но согласно смете и техническому заданию, на которые, в общем-то, больше ссылаются, да, и по которым действует бухгалтерия и финансовый отдел наш весь, то согласно смете и техническому заданию это все-таки сумма 50 тысяч рублей для победителя, да. И 20 тысяч для лауреатов, опечатка, я бы сказала. Да. И лауреаты 2 и 3 степени награждаются дипломом лауреата и призом в денежной форме в 20 тысяч рублей. Участниками конкурса являются все остальные участники, набравшие количество баллов в общем рейтинге. Участники конкурса награждаются сертификатом участника конкурса. Денежные средства. Обратите внимание, если кто-то из вас, а естественно кто-то станет победителем и лауреатом 2 и 3 степени, на что можно использовать денежные средства? Они используются на приобретение оборудования для детского сада. В течение 30 дней, как вам поступят денежки на счет, вы обязаны в максимально короткие сроки их реализовать на оборудовании и сразу же мне, как представителю секретаря оргкомитета, направить финансовый отчет о том, куда вы потратили финансовые средства. Мы в дальнейшем передаем их в наш финансовый отдел и в дальнейшем в Министерство образования. Напоминаем, что у нас уже традиционно победитель конкурса награждается на закрытие конкурса «Воспитатель года», да, на республиканском этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года». Поскольку в этом году сроки конкурса «Воспитатель года» они сдвинуты буквально. Раньше будет конкурс на неделю, то есть обращайте, коллеги, пожалуйста, внимание, не в конце апреля, как это всегда было, да, а в середине апреля. Вот, и вот и заявлена у нас дата 19 апреля 2019 года. В гимназии искусств. Обязательно будет ролик ваш представлен, ролик победителя, да, и именно вот поэтому еще, да, у нас всегда организаторы, да, торжественного нашего закрытия просят, да, чтобы требования тоже были. Вот помните, мы уже говорили с Анной Владимировной, что не более 3-5 минут должен быть ролик, да, детского сада, основной, который будет транслироваться, да, и на закрытие воспитателя года. Так что вот, пожалуйста, здесь временные, видите, ориентиры нам тоже нужны. Ну, что касается самой формы заявок, да, заявка в традиционном формате Word, Microsoft 2003, 2010, шрифт традиционный для нас, да, Times New Roman, и Kegel 14, интервал полуторный. Ну, в общем-то, здесь ничего не поменялось. Ссылочки обязательно, гиперссылочки на ваши сайты, они все должны быть активны, но поскольку вы представляете и в Word, и в сканированном варианте, то, конечно, проверьте, пожалуйста, чтобы, когда вы нажимаете на свою ссылочку, вы попадали туда, куда необходимо. Да. То бывают разные варианты, букву пропустили, что-то не туда нажали, и мы не можем сами попасть к вам.
Что касается самих конкурсных материалов, то презентация традиционно тоже в формате PowerPoint или в PDF, но опять же в PDF не всегда ссылочка бывает активна, поэтому посмотрите, чтобы ваши материалы, когда вы загрузите, все данные были активными. Видеоролик. Обратите внимание, что видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой образовательной организации. Ну и, в общем-то, презентация тоже, потому что мы должны знать, чья это презентация. То есть должно быть указано наименование детского сада обязательно. Потому что очень часто, коллеги, бывает, что ролики присылают, да, сразу начинают с приветствия, да, то есть как-то вот даже не указано, какой детский сад-то представляет, сразу начинаются речи какие-то активные или представление программ. Так что, пожалуйста, вот не забывайте о формате. Поскольку фотографии могут быть тяжелыми, вы, согласно положению о конкурсе, можете представить ссылочку на данные материалы, когда будете оформлять все материалы на открытой интернет-площадке. Напоминаем, что конкурсные материалы не рецензируются, вам обратно не выдаются. Ну, а как их выдавать, если вы все равно в электронном варианте все загружаете? Апелляция не принимается, и справочки никакие по итогам конкурса не выдаются. То есть выдается только диплом или сертификат, согласно положению о конкурсе. Конкурсные материалы не допускаются к участию, ну, судя по тому, что мы уже сказали, уже, наверное, коллеги наши понимают, да, каким образом это все происходит. Да, ориентиры соблюдайте, пожалуйста. Обязательно посмотрите, чтобы документы, заявка, представление и согласие поступили не позже 15 марта. То есть 15 марта мы уже должны в конце дня знать, сколько у нас участников конкурса будет. Обратите внимание, коллеги, это пятница, 15 марта, и 5 часов – это последний срок. То есть не утро понедельника, не утро субботы, да, не утро понедельника, я имею в виду следующего, да, а все вот в пятницу все, закрывается прием заявок. Как мы уже говорили, что вся экспертная комиссия, они несут ответственность, ну и, в общем-то, мы как организаторы соблюдения авторского права, соблюдения конфиденциальности информации, не предоставляем ее никаким третьим лицам, поэтому очень часто нам раздаются звонки, спрашиваются, когда, что, как и почему, и сколько участников, и кто конкретно, мы такой информации вам сразу давать не можем, и, в общем-то, не обязаны согласно положению о конкурсе. Финансирование конкурса мы вам уже озвучили, это 50 тысяч для победителя и 20 для лауреатов. Отчет об использовании денежных средств, он традиционный, кто, наверное, когда-то получал как денежное вознаграждение по конкурсу или вообще участвовал, то видели, что в каждом положении всегда есть отчет об использовании денежных средств. Пожалуйста, обратите на него внимание еще раз, потому что бывает, что нам приходится по 10 раз обзванивать одну и ту же организацию с просьбой предоставить нам необходимый пакет документов. В общем-то, за то, что вы не предоставляете данный финансовый отчет, вы несете в том числе и юридическую ответственность, и если, к сожалению, средства потрачены не на то, что надо, в том числе может быть и уголовная ответственность, поэтому, пожалуйста, подойдите к этому вопросу очень серьезно. Ну, напоминаем еще раз, что наши контактные данные, телефон наш поменялся, но наша почта осталась прежней, поэтому мы ждем ваших вопросов, если они у вас еще есть, на наш телефон или на нашу электронную почту с Юлией Владимировной. Мы готовы вам ответить на все вопросы, касающиеся конкурса. Спасибо за внимание по данному конкурсу. Коллеги. Напоминаем всем, что в 12 часов у нас сегодня еще состоится вебинар по конкурсу «Воспитатель года». Ждем всех. Тоже вас приглашаем. Самые интересные моменты обязательно расскажем вам. Ну и всех наших коллег с наступающим 8 марта. Удачи всем! Спасибо.